日本生物科学研究所の井上健一です。ミーアーザブ井上健一。まだカザフ語、ロシア語はですね、勉強中ですので、今、発音が通じたかどうか、どうでしょうか。Не знаю, правильно ли мне получилось довести до вас, как здороваться. Я еще только учу ваш язык. Нормально мне получилось? 少しば。そうですね。今日はまず最初にですね、皆さんに一つだけ、日本語を覚えていただきたいなと思います。一番簡単な日本語なので、ぜひ、皆さんにですね、覚えていただきたいと思います。Сегодня я хочу, в свою очередь, научить вас тоже японскому языку, но всего лишь одному слову. Очень простое слово. Вы готовы? はい、よろしくお願いします。意味としてはセレメ節分ですねと同じ意味のこんにちはという言葉です。私が今から言いますので、皆さんもぜひですね、リピートしていただきたいと思います。Это приветственное слово, которым японцы здороваются чаще всего. Итак, повторяйте за мной. 恥ずかしがらずに大きな声でぜひ言ってください。 Громко произнесите прямо за мной. では言います。皆さんこんにちは。話しょう少しば。まず最初にですね、マリンヘルスグループの4周年、おめでとうございます。В первую очередь, конечно, я хочу принести вам искренние поздравления в связи с 4-м годом Marine Health. 今回参加してみてですね、本当に皆さん、元気で、私も逆に元気をいただいたような感じがします。そうですね、これからもまだまだ成長される、元気のある会社だと思いますので、弊社日本生物科学研究所も共に一緒にですね、発展していきたいと思っております。Я в этот раз имел честь присутствовать на вашей годовщине. Я увидел, сколько у вас энергии, и эта энергия заразила меня. Но я думаю, настоящие дела, самые большие дела у вас еще впереди. И мы со своей стороны, как производители, будем поддерживать вас и будем идти с вами рядом рука об руку. まだ皆さん日本に来られたことは少ないかもしれないんですけども、私たちですね、日本生物科学研究所はこちら、日本の大阪にあります。で、こちらのアルマトイですね、カザフスタンのアルマトイまでは私が調べてみたところですね、ちょうど 5000km の距離がありました。 Это мой первый визит в Казахстан, и до того, как приехать сюда, я провел небольшое исследование, узнал, что из себя представляет ваша страна, и в первую очередь я посмотрел дистанцию между городом Осака, где находится наша штаб-квартира, и Алматой, и оказалось, что между нами ровно 5000 километров. こちらシルクロードの、地図にもなるんですけれども、この距離をですね、昔の人たちは、歩いて行ったり来たりとしていたのは本当に信じられません。私は今回は歩いてではなくて、もちろん飛行機でですね、飛んできたんですけれども、この日本からですね、こちらカザフスタンの方に素晴らしい商品を、紹介するためにやってまいりました。 Для меня в первую очередь этот маршрут, он выглядит и служит напоминанием Великого Шелкового пути. И когда я представляю, что раньше люди пешком проходили эту дистанцию, это, конечно, меня очень поражает. В этот раз я, конечно, пришел не пешком, я прилетел на самолете, вот, но я думаю, что этот путь мы должны будем пройти вместе. 私は今回ですね、この、カザフスタンに来るのは本当に初めてなんですけれども、カザフスタンの、アルマトイの私の中のイメージは、次のようなものでした。 Дело в том, что, как я сказал, Казахстан для меня первый раз, это мой первый визит в Казахстан, и Алмата, естественно, первый раз. Я не знал совершенно, что из себя представляет эта страна, и я думал, что, наверное, выглядит как-то так. こちらですね。はい、このような感じです。実際ですね、私はアルマトイに初めて来て、本当に、雪の山
山、そして緑の木々、そしてたくさんの水ですね、高いビル、それを見てだいぶイメージが変わりました。Ну, приехав сюда, я увидел, что на самом деле все совсем по-другому. Это высокие горы, это большие леса, это очень высотные здания и много жителей, город с большим количеством жителей. Поэтому мое впечатление о Казахстане, конечно, полностью поменялось. まず私自身のですね、自己紹介をさせていただきたいと思いますけれども、私はですね、この日本生物科学研究所には、1993年に、入社しております。そして、もともとですね、私は大学院とですね、生物学、特に微生物の研究をしていた関係で、この日本生物科学研究所の方にも納豆菌の研究をするために、入社いたしました。Немножко давайте расскажу о себе. Я ученый, с 1993 года я являюсь сотрудником научно-исследовательского института КЮСЮ. До этого я изучал эту специальность в университете, и также у меня была аспирантура по этой же тематике. И так как моя прямая специальность это биология, в том числе микроорганизмы, я особенно и с большим интересом изучал наттокиназу. その後ですね、私はですね、その研究の経験を生かしまして、今現在は海外の営業を、することになりました。今はですね、担当しているのは、韓国、中国ですね、そして、台湾、ロシアの方にも、行ったことがあります。Затем, поступив на работу в нашу компанию, я стал заведовать отделом, который занимается международными продажами. И я курирую такие страны, как Китай, Корея, Тайвань. И до некоторого времени также у нас были планы большие по работе с Россией. でですね、カザフスタンの方もですね、新しく担当することになりまして、2021年からですね、こちらマリンヘルスさんとの取引が、スタートしております。2022年の4月にはですね、マリンヘルスの、アルマン・ポスカンバエフ社長が、コロナ禍で大変な中ですね、私たち日本生物科学研究所の、九州工場にですね、見学に来ていただきまして、弊社の社長ですね、との挨拶をしていただきました。У нас была информация о том, что в Казахстане также большой интерес к нашей продукции, и в апреле 2022 года руководитель Marine Health, господин Арман Сан, посетил в очень сложное время, во время коронавируса, нашел возможность посетить наш завод и, более того, даже провел личную встречу с президентом нашей компании. こちらですね、実際工場に来ていただいた時の写真になりますけれども、こちらでですね、2社でパートナーシップの締結と、正式にですね、2社間において、契約を締結いたしました。この納豆キナーゼだけでも最初はスタートしたんですけれども、それアシタバ以外にもですね、納豆キナーゼアシタバ以外にも、他の原料についても取引がスタートしまして、非常に信頼関係が強くなったと感じております。 По результатам этого визита нами был заключен договор, на основании которого мы напрямую осуществляем поставки Marine Health, и это поставки охватывают не только наттокиназу, но и Аштаба и другие также наши изделия, нашу продукцию. И я надеюсь, что наше взаимоотношение и сотрудничество только-только набирает силу. 次にですね、まず弊社の会社の説明をさせていただきたいと思います。弊社はですね、1974年に設立された会社でありまして、健康と発酵をテーマにですね、
研究開発をしている、会社になります。来年2024年にはですね、ちょうど50周年を迎えるということで、非常にですね、歴史のある会社にはなっております。Немножко расскажу о истории нашего предприятия. Оно было основано в 1974 году, и основное направление было проведение научно-исследовательских работ, и также работы с образовательными центрами. Затем мы разрослись до научно-исследовательского института, и вот в 2024 году, в следующем году, мы планируем отпраздновать наше 50-летие. ナットキナーゼとアシタバの原料についてはですね、日本だけではなくて海外の、大学研究機関とも、共同で開発した、素材になります。今までですね、10個以上の大学と、共同研究をし、その結果についてはですね、英文の、論文雑誌に、報告しております。Наттокиназа и Аштаба это из основных наших продуктов. По этим продуктам у нас идет очень интенсивное взаимодействие с целым рядом международных научных и образовательных организаций. В частности, более чем 10 университетами мы сотрудничаем. Это исследование и до сих пор проводится. И результаты этого исследования, впечатляющие результаты, которые были получены, они опубликованы в целом ряде изданий по всему миру. まず最初にですね、こちら納豆キナーゼの方なんですけれども、皆さん納豆は見たことがないかもしれないんですけれども、日本では伝統食品でありまして、この大豆を発酵させた、納豆が、今ではですね、世界的にも、健康で有名になっております。この納豆の糸ですね、については、すごくネバネバして、また匂いもですね、かなり強いということで、日本人でもなかなか、食べられない苦手な人が、多い食材になっています。Ну, основное наше сырье, наттокиназа, это сырье, которое мы получили на основе исследования традиционного японского блюда натто. Натто это пророщенные бобы, и это издревле считалось очень полезным видом еды, и та субстанция желеобразная, которая возникала при ферментировании этих бобов, она стала основой для тех исследований, которые мы проводили для того, чтобы узнать, в чем именно секрет полезности этого продукта. 弊社ではですね、もともとこの、納豆から、納豆キナーゼを、抽出生成していたんですけれども、現在ですね、より、生産効率を上げるために、大豆の粉末と、納豆菌ですね、それを液体培養することで、より生産効率を上げて、製造を行っております。今ですね、日本国内のシェアとしては、こちらですね、97.7% ですね、ほぼ 100% この納豆キナーゼの原料については、弊社が製造しているものになります。В данный момент наши исследования продвигаются еще дальше, и мы разрабатываем еще более оптимизированное сырье, которое будет иметь еще большую полезность и большей производительностью значит, обладать. И в доказательство нашей успешной работы можно показать вот этот диаграмму, где вы видите, что доля нашей компании на японском рынке составляет 97,7%. こちらの、カーディオマリン商品ですね。こちらは、この日本生物科学研究所の納豆キナーゼの原料が使用された、商品になります。Также кардиомарин это наша гордость, наш препарат, который мы производим на основании сырья, которое мы получаем, вырабатываем из наттокиназы. 次にですね、2番目に、このアシタバーですね。アシタバーは、名前の由来としては、今日、葉っぱを摘んでもですね、次の日には新しい芽が出てくるというほど、生命力の強い、そういった、野菜になっています。これを弊社ではですね、
農場レベル、そして、生産工場レベルで、有機ジャスの認定を受けて、製造を行っております。品質についてもですね、毎ロット毎ロットこの検査を行いまして、自社の九州の研究所ですね、で、研究を行っております。さらに、ですね、第三者での分析期間も毎年ですね、毎年検査を行ってダブルチェックを行っております。Следующий наш продукт это аштаба. Это растение с очень удивительным названием. Аштаба это значит завтрашний листок. Дело в том, что жизнестойкость и значит, производительность этого растения настолько сильная и настолько мощная, что даже сорвав листок, вы можете увидеть, что на следующий день у него уже появляется новый. Поэтому мы разработали сырье на основе этого, которое сможет именно вот эти вот его качества в виде полезного продукта может служить сырьем для следующего полезного продукта. И исследования по этому продукту у нас уже произведены. Мы сейчас выходим на производство уже с большим масштабом, объемом производства. Ну и вместе с этим также продолжаем проводить вторичные тесты по повторному доказательству безопасности и эффективности этого препарата. ではですね、こちらが弊社のアシタバの原料を使っていただいた、商品アシタバになります。Вот так будет выглядеть этот препарат, который мы назвали аштаба в честь того растения, из которого он и был извлечен. 次にですね、こちらが、日本と、カザフスタンの、死因のところとですね、あと平均寿命を示した、ものになります。Следующая картинка – это сравнительный анализ продолжительности жизни и также причины смертности в случае с Японией и Казахстаном. 日本人はですね、世界でも、一番長寿の、国だと言われています。カザフスタンと比べていただいてもですね、約15歳ぐらいの年齢の差があります。平均寿命の差があります。さらに、この、血栓症を含むですね、脳梗塞、心筋梗塞といった、死因についても、日本よりも、カザフスタンの方が非常に多いというのが、見てわかるかと思います。Как вы видите, это наглядная картинка, она показывает, что разница в длительности, продолжительности жизни между Японией и Казахстаном, она существенная. Ну, это в первую очередь обусловлено тем, что Япония вообще является страной долгожителей, но все равно разница значительная. И также, если вы посмотрите среди причин, которые приводят к смертности, значительную долю занимают заболевания системы кровообращения. И даже здесь показатели у Казахстана, они значительно выше, чем у Японии. はい。この原因の一つとしてはですね、日本人はそうですね、医療が発達しているというのももちろんあるんですけれども、サプリメントはやはり普段から、摂取するそういった、機会があるというのが一番あるかと思います。Почему японцы живут так долго? Причин может быть несколько, это комплексные причины могут быть. Одна из них, конечно, это то, что высокий уровень развития медицины, но также вместе с этим отмечается, что регулярное, правильное использование правильно подобранных БАДов тоже является причиной крепкого здоровья японцев. そしてですね、やはり、日本との違いとしてはカザフスタンの、ね、気候の、違いと、そして、食事もやはりですね、日本と異なるのかなと思います。Ну, в случае с Казахстаном также есть дополнительные стрессовые факторы, такие как, во-первых, климат у вас более жесткий и, наверное, также особенности рациона, то есть более тяжелую еду употребляют в Казахстане.
まずそうですね、気候の方は、日本はですね、比較的、温度差ですね、夏と冬があるんですけれども、それほど大きな差がないんですけれども、カザフスタンの方はですね、日本よりも夏は暑く、そして、冬はすごく寒いと。その気温の差で、やはりこの血栓症が多いんじゃないかなと思います。もう一つがですね、食事ですね。やはりカザフスタンの人たち、結構肉食が多いかなと思います。日本人ももちろん肉は食べるんですけども、バランスよくですね、お魚であったり、野菜もですね、同時に、食べるのは、違いとしてあるかなと思います。То есть, если чуть-чуть детальнее остановиться, климат в Японии более мягкое лето и более теплая зима. В Казахстане же перепад между температурами в разные периоды, он очень большой, и это не может не отражаться на системе кровообращения и на сердечно-сосудистой системе. Ну а что касается питания, то, наверное, то, что очень много мяса, очень много жирного мяса употребляется в Казахстане, это то, что отличает местный рацион от японского. В Японии мы все-таки больше чередуем мясо с рыбой и овощными блюдами. 日本ではですね、平均寿命も、重要と思われているんですけども、どちらかというとですね、下にある健康寿命、こちらが、注目されております。平均寿命と健康寿命の、差が大体8歳から12歳ぐらいですね、あるんですけれども、この健康寿命というのは、健康でですね、生活できる、ところの、寿命、年齢となっております。Также есть понятие продолжительности здоровой жизни. То есть, если мы берем общую длительность жизни, то отдельно мы отмечаем именно тот период жизни, когда человек может полноценно вести здоровую жизнь. И этот разрыв, он тоже в случае с Японией, он намного меньше, чем в Казахстане. この健康寿命と平均寿命の間はどういう状態かといいますと、自宅でですね、介護を受けていたり、病院で、入院をして、長生きをするといった、年齢の差になります。日本ではですね、この、平均寿命を上げることよりも、この健康寿命をさらに上げていこうということで、取り組んでおります。Что значит иметь длительный большой разрыв между продолжительностью здоровой жизни и продолжительностью самой жизни. То есть, чем больше этот разрыв, тем больше человек проводит времени в больнице под лечением, в состоянии, которое требует особого ухода за ним. Поэтому мы прикладываем усилия на то, чтобы не только повышать среднюю продолжительность жизни, но и также продолжать повышать продолжительность именно здоровой жизни, полноценной. やはりですね、皆さんですね、健康で、長生きをするといった、生活でないとやはり意味がないかなと思います。これですね、お金持ちの人でもですね、寿命が短ければあんまりですね、人生楽しくないかなと思います。健康で長生きをするためにですね、サプリメントの摂取をこれから、この、中央アジアの国々でですね、広げていきたいと弊社では、考えております。Жизнь человека, продолжительность жизни человека не имеет смысла, если эта жизнь не будет здоровой. Человек должен иметь возможность полностью наслаждаться теми благами, которые ему дает жизнь. И даже будучи богатым человеком, если у вас невысокая продолжительность здоровой жизни, то смысла в этом богатстве нет. Поэтому мы и в дальнейшем будем оказывать содействие в распространении нашего препарата, нашей продукции и тем самым способствовать тому, чтобы в Казахстане, в Центральной Азии в целом вырастала не только средняя продолжительность жизни, но также продолжительность здоровой, полноценной жизни. 皆さんですね、ぜひ健康で長生きをしていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。 Желаю вам всем долгой, насыщенной и здоровой жизни. Большое спасибо. Спасибо.